Приветствую всех, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Саракили. Это программа, где я с моими гостями обсуждаем наиболее актуальные вопросы из политической жизни нашей страны. Сегодня мы поговорим о шагах Европейского Союза и Республики Молдова по разрешению энергетического кризиса на левом берегу Днестра, а также поговорим о событиях из местной гагаузской политики. С Даниилом Воде, спикером правительства Республики Молдова, обсудим меры помощи от Европейского Союза и властей нашей страны, которые предлагаются жителям Левобережья для возобновления подачи тепла и электроэнергии. С Андреем Курару, экспертом сообщества Watchdog, обсудим, получит ли Красносельский разрешение принять помощь от Европейского Союза и Республики Молдова. Какое влияние на положение дел в Приднестровье оказывает Ушан, и есть ли у Кишинева партнеры для диалога на левом берегу Днестра. С Сергеем Черневым поговорим о том, что происходит в гагаузской политике, о притихших ставленниках Шора, конфликте Константинова и Гуцул и о том, зачем на самом деле Константинов хотел полететь в Стамбул. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска мы поговорим с пресс-секретарем премьер-министра Республики Молдова Дарина Ричина Даниилом Воде о энергетическом кризисе, который уже почти месяц разворачивается в Приднестровье на левом берегу Днестра. Поговорим о предложениях, которые поступили в адрес левого берега со стороны правительства Республики Молдова, и тех мерах, о мерах помощи, которые предлагают наши партнеры из Европейского Союза. Даниил, приветствую вас. Добрый день и приветствую всех тех, кто смотрит регулярно «Цену свободы». И самое главное, можем разбираться по фактам в этой навязанной Российской Федерации кризисной ситуации в Приднестровском регионе нашей страны. Господин Воде, давайте проговорим следующее, с вашего позволения, если вы не против. Как вы думаете, чего хочет Российская Федерация? Какова ее конечная цель с этим? И как долго они собираются не поставлять газ на левый берег? Или вообще никогда они туда не вернут? Как вы думаете? Во-первых, исходя из того, что это решение, которое было принято Кремлем в ультимативном характере, мы об этом говорили в прошлом эфире, Да. доказывает тот факт, что для Москвы любые цели, любые средства, они считают их правильными, даже если мы говорим о страдании людей в Приднестровском регионе страны, там молдаване, там украинцы, там русские, там болгары, там евреи, то есть это все эти национальности, которые проживают и на правом берегу Днестра, и в России нет дела для людей, потому что главное это геополитический выигрыш в этой ситуации. И, конечно же, мы об этом говорили, и мы не будем уставать это напоминать каждому, потому что на нас смотрят и люди с левого берега, которые внимательно черпают всю информацию. Для нас было важно не общение с Москвой, не общение с так называемыми лидерами Приднестровского региона, а с людьми, которые страдают там, и находить решения для них. Я хочу напомнить, что официальный Кишинев имел два решения с первого дня этого кризиса, созданное Москвой. Первое решение это то, чтобы поставки газа возобновились по контракту, который был у Газпрома и который есть, и который даже сейчас может быть использован. Второе решение это закупка энергоресурсов на свободном рынке и через Энергоком передача в Молдова-Газ и дальше в Приднестровский регион. В этом формате нужно было оплатить этот газ. И в это время, за все это время мы имели все разные сценарии, разные сбросы информационные. И опять же, вчера буквально премьер-министр еще раз показал, что свет и тепло приходит с Запада, и что пропаганда может замерзнуть в ожидании указаний из Москвы, потому что после предложения из Кишинева тишина, мы ждем ответ. Для нас очень важно, чтобы мудрость в этом вопросе была превыше всего, и здравый смысл восторжествовал, потому что решение, которое разработал Кишинев вместе с Брюсселем, это адекватное решение, которое помогает решить две проблемы. Это создание условия для снижения тарифов на правом берегу и предотвращения гуманитарной катастрофы на левом берегу Днестра. И вкратце ответить,
изначально цель Москвы была ослабить нашу страну, рассорить берега Днестра и, самое главное, получить выгоду политическую на предстоящих парламентских выборах в Республике Молдова, чтобы просто-напросто люди этого региона проголосовали за то или иное формирование, которое поддержал бы пророссийский курс официального Кишинева. Но не получится. А левому берегу это предложение как-то было доведено? Как они вообще на него отреагировали? И на каком уровне вообще идет коммуникация с левым берегом, господин Вода? Ну, смотрите, у нас есть формальные каналы, информальные каналы. Формальные каналы — это, конечно же, переговоры на уровне политических представителей. Это господин Серебрян и Игнатьев. Там разговоры довольно-таки иногда имеют и напряженный характер, потому что переходится на личности со стороны Приднестровского региона, я имею в виду. С нашей стороны всегда была открытость и желание помочь в этой гуманитарной катастрофе, которую навела на людей Россия, и которая пытается без того, чтобы подавать газ в регион, пытается просто-напросто укрыть все пропагандистическими месседжами, которые распространяются в Тирасполе, а также федеральной прессой из Российской Федерации. И конкретно по шагам, то есть открытость с нашей стороны, она еще представляется тем, что кроме публичных заявлений премьер-министра, который довел все соображения транспарентно, хочу тут изначально сказать, что мы всегда убегали от любых решений этого вопроса по каким-то схемам. И я здесь хочу напомнить, что ранее предложения, которые поступали к нам, это была схема Викал, то есть использование молдавской компании. Потом были какие-то другие две компании предложены. Потом посреди недели уже в российских СМИ появилась третья или четвертая компания. Сейчас обсуждается обширно и вариант с венгерской компанией. То есть и, как сказал и премьер-министр Дарин Драчан, для нас важно, как для государства Республика Молдова, чтобы любая форма решения этой ситуации, трудной ситуации для людей в первую очередь, это исходить из законодательства нашей страны, чтобы эти компании не были в санкционных списках. Теперь конкретно по вчерашнему решению, здесь я хочу сказать, что здесь два важных компонента. Это немедленное и экстренное вмешательство, то есть мы конкретно договорились с Евросоюзом для того, чтобы закупить на 30 миллионов евро безвозмездной помощью, хочу подчеркнуть, то есть эту помощь мы не будем возвращать, это как бы получается грант, закупить через Энергоком газ, который будет поступаться в Приднестровский регион на нужды простых граждан, а также малых компаний. Здесь мы не говорим об ММЗ или об индустрии биткоина и другие нетранспарентные схемы коммерческие, которые есть. И нам ГРЭС для того, чтобы генерировать электричество для обоих берегов Днестра, включая бесплатные поставки энергии из этого газа и на правый берег, для того, чтобы были возможности просто-напросто снизить энергоресурсы и на правом берегу. Бесплатно Конечно же, или по сниженным тарифам, господин Вода, я прошу, давайте уточним. бесплатное. Здесь очень важно. Было много фейков вчера вечером, кстати, по этому поводу, что вот, мол, власти Молдовы предлагают двойную оплату по этому электричеству. Нет. То есть Евросоюз дает 30 миллионов на закупку газа. За этот газ молдавская сторона не будет платить. Этот газ поставляется как гуманитарная помощь, получается, на левый берег. Из этого газа генерируется электричество для всей страны, и для правого, и для левого берега Днестра. За это электричество Молдова не доплачивает, то есть правый берег не платит. И это, конечно же, повлияет на тарифы, потому что, вы знаете, у нас в стране НАРЭ отвечает за тарифы. Если это электричество, то есть 60% потребления электричества будет из этого источника, то тогда будет, конечно же, аргументация для того, чтобы снизить тарифы и на правом берегу Днестра. Конечно же, многие задаются вопросом, что будет после 10 февраля. И здесь мы сразу хотим сказать, что для нас важны эти три компонента, то есть решение проблемы незамедлительного
гуманитарной катастрофы, создать благоприятные возможности для обоих берегов Днестра. И третий вариант – это инвестиция в производство и распределение электроэнергии, чтобы исключить риск энергетического шантажа в будущем. То есть нам нужно работать с Европейским Союзом на то, чтобы имплементировать быстрее, вот, например, те меры, которые помогли бы нам не находиться в этой ситуации и в будущем. И, конечно же, Вы имеете в виду десятков... усиление мощностей по производству электроэнергии на правом берегу Днестра? Конечно. Я имею в виду здесь и возобновляемые источники энергии. Например, в определенные дни в январе месяце и возобновляемые источники были от 15 до 20% всего потребления нашей страны. Если мы сумеем в будущем повысить эти возможности, а также, например, повысить возможности этих батарей, которые бы сдержали бы электричество, то тогда у нас были бы дополнительные источники, и еще, конечно же, генерация и энергоэффективность зданий. То есть сейчас у нас есть большая программа, которую мы будем имплементировать и в Кишиневе, и в Бельцах, и, конечно же, в Камрате и других населенных пунктах, по которой мы будем утеплять здания, и обычные люди смогут платить на треть меньше за отопление. И это, конечно же, улучшит энергоэффективность этих зданий, это меньше затрат и больше возможностей на другие области. Теперь я хочу сказать один важный момент, то есть это предложение Кишинева, это уже третье конкретное быстрое решение проблемы. Мы до сих пор ожидаем ответа из Тирасполя. Конечно же, для нас очень важно, что после этого мы должны обсуждать детали, технические переговоры с режимом, который остается непрозрачным. Мы это понимаем на правом берегу. Но, тем не менее, мы стремимся принести свет на левый берег, и информационный свет в том числе, и не уступая нашим принципам на правом берегу, которые объединяют нас как демократию. И что я хочу сказать, и чему я рад на личном уровне, это то, что пока мы ожидаем ответа Тирасполя, пропаганда потеряла голос. В том смысле, что это предложение, оно, конечно же, помогает людям. И я хочу увидеть того чиновника со стороны Тирасполя или с той же Российской Федерации, который сможет надумать какой-то негативный сценарий вот в этом конкретном шагу, который мы представляем для разрешения этой ситуации. То есть здесь выигрывают все. И это решение для обоих берегов Днестра, и мы должны просто-напросто все вместе сплотиться для того, чтобы решить эту проблему. Это, конечно же, откроет, Михаил, и вопрос тарифов, потому что и вправду люди на правом берегу, они имеют это ожидание, что на левом берегу не сохранится эта ситуация, где просто-напросто люди не платят за электроресурсы, и создана вот такая вот ситуация, когда есть эта зависимость от энергетической иглы со стороны Кремля. Это должно, конечно же, прекратиться в том смысле, что есть определенные экономические возможности. Госпожа президент уже подчеркнула, что есть возможности найти решения у наших друзей для поддержки региона, для того, чтобы цены вышли, конечно же, на коммерческий уровень. Это разговор, который нужно начать, нужно обсудить для того, чтобы помочь людям на обоих берегах Днестра. Вот вся вот эта вот красивая, ну как, не знаю, реалистичная, нереалистичная, но радужная перспектива, которую вы описали о том, что если левый берег принимает ту помощь, которую предоставляет или предлагает Кишинев при поддержке Европейского Союза, то выигрыши все. Это win-win situation. Да? Но вопрос, готов ли левый берег на это? Реакции мы пока не видели. Да? На чем настаивают, это на вот этих вот фирмах подсанкционных. Турецкая фирма под санкциями, окей, венгерская фирма, вроде, насколько я понимаю, не под санкциями, не знаю, если у вас есть другая информация, но там непонятно, как эта фирма будет вести себя, ну, если ее предлагают в этой схеме, значит, там что-то не так с этой фирмой, это мое предположение. Нас явно подталкивают на что-то другое. То есть
Мы делаем одно предложение, я имею в виду правый берег, а там сидят, думают и делают какое-то каверзное предложение, а давайте посмотрим, что вы на это ответите. Да? Ну, то есть как бы все идет на то, чтобы показать свою независимость, имеется в виду на левом берегу, да, что они чуть ли не там центры принятия геополитических решений и так далее и тому подобное. Насколько реалистичен сценарий, при котором левый берег пойдет на сотрудничество с Кишиневым в этом вопросе? Потому что Кишинев с самого начала, еще в декабре месяце, президент Майя Санду говорил о том, что если левый берег пойдет на сотрудничество с правым берегом, все будет хорошо, и мы переживем этот кризис. Сейчас, очевидно, пока нет желания левого берега, если судить по поведению Красносельского, идти навстречу Кишиневу и принимать эту помощь. Как вы это видите? Ну, вы знаете, мы очень внимательно мониторим информационное пространство, и если взять и сделать фильм из заявлений того же господина Красносельского или других так называемых лидеров региона, хотя он является главным спикером по этому вопросу, то мы сможем увидеть такой коктейль заявлений, которые противоречат друг другу. Если мы начнем с лета прошлого года, доберемся до осени, придем ближе к зиме, то есть просто-напросто люди не верили, что Российская Федерация сможет шантажировать регион, сможет отключить газ и просто-напросто создать вот такую вот ситуацию полного дискомфорта для пенсионеров, для людей, которые просто-напросто сейчас страдают от этого решения. И я хочу сказать, что есть и случаи, когда там пожары, поджоги из-за того, что люди используют альтернативные методы по Ну да, обогреванию. да. Ну вот И они это это все на имели в виду, совести. я прошу прощения, они же это имели в виду. Помните, этот протест был в пятницу на выезде из Бендер с плакатами, что убивают жителей Приднестровья? Они, скорее всего, вот это имели, об этом шла речь, насколько я понимаю, да? Но это же вина не Ну, вы Кишинева, это знаете, вина... мы Да, уже, да, мы уже видели такие так называемые протесты и ранее. То есть это да. люди, которые были бюджетники, которые просто-напросто их созывали на эти манифестации. Но опять же, я не буду судить решения людей, потому что люди это делали из того, что они реально хотят решить эту проблему. Они реально хотят просто-напросто жить нормально у себя дома. Это понятное просто-напросто чувство. Для меня проблема это то, что именно вот этот режим, он использует это страдание этих людей для того, чтобы продвигать чьи-то другие интересы. Я ранее говорил, что были заявления зимою, были заявления сейчас в январе. Буквально 3 недели назад во всем рупоре пропаганды Приднестровского региона и Российской Федерации говорилось о том, что европейскому газу не быть, и что европейский газ это не самое так называемое зло. Я хочу видеть этих главных редакторов и журналистов, которые будут сейчас в скором времени объяснять людям, что это было единственное решение закупать газ с европейских рынков. Я хочу спросить, как они себя чувствуют на личностном уровне, как они приходят домой и общаются со своими семьями. Потому что для нас в Кишиневе, для меня лично, как для пресс-секретаря, для меня важно транспарентно коммуницировать. И говорить правду это легко, всегда. И в этом смысле менять вот эти вот заявления каждый раз им будет очень трудно. Потому что мы, как со стороны молдавской стороны, сделали запрос в МИД Российской Федерации через наше посольство, через МИД Молдовы, я извиняюсь, в посольство Российской Федерации, и получили официальный ответ, где черным по белому написано, что российские компании газ не будут поступать и не будут направлять в Приднестровский регион. То есть газ будет не русский, да, мы это так понимаем. И все эти компании, которые сейчас предлагаются, месяц назад они являлись как бы каким-то коварным планом, так нас или так нам говорили по всем направлениям. И официальный Кишинев пришел с решением, решение, которое может помочь всем, а самое главное людям, чтобы прекратить вот этот навязанный холод со стороны Российской Федерации. И для нас важно, чтобы разум и просто-напросто мудрые решения восторжествовали, и чтобы эта помощь, искренняя помощь, братская помощь. Кстати, меня очень удивило, что слова, когда господин Речан сказал, что у нас на левом берегу братья и сестры, то есть наши сограждане, очень такая агрессивная реакция, которую мы видели на левобережье, она показывает тот факт, что
просто-напросто решение российской пропаганды — это играть с эмоциями, да, просто-напросто направлять вот эту вот злость людей на какого-то там врага. И на роль этого врага выбрали правый берег, что является с моей точки зрения, главной ошибкой, стратегической ошибкой для нынешнего режима в Тирасполе, потому что на правом берегу были только решения. То есть мы ни на одну минутку не блокировали ни одно конструктивное решение. И вот эта вот травля, которая создается, это тоже часть этой повестки со стороны Российской Федерации, которая навязывает недовольство обоим берегам Днестра. И поэтому я хочу сделать публичное обращение, потому что вас смотрят и в Приднестровском регионе, чтобы люди просто-напросто не реагировали на эту злость, не реагировали на эту неверную подачу информации и просто-напросто на человеческом уровне думали, как можно, как больше людей рассказать им о тех действиях, которые предпринял Кишинев, и как мы хотим помочь для того, чтобы эта энергетическая блокада и шантаж просто-напросто закончился. Для нас это очень важно. Ну вот в продолжении вот этого хора пропагандистов и нарративов ложных, вот я читаю у нас на телеграм-канале Нокта новость о том, что значит, в Приднестровье прошла акция памяти о погибших во время энергетического кризиса, которая в очередной раз стала попыткой местных властей возложить ответственность за трагедию на Кишинев. Ну, то есть, как бы вот эти вот люди, которые погибли из-за угарного газа, очевидно, потому что, ну, не поддается теплу. Вот они организовали вот этот весь шоу, весь маскарад. Ну, в общем, продолжается, нагнетают, господин Нводы. Смотрите, мы должны быть сейчас очень сконцентрированы на результат. Я сердечно сожалею, и это большая боль, что жертвой этого энергетического шантажа являются обычные граждане. И поверьте мне, что, и сейчас я извиняюсь, не нужно брать мое слово на веру, но официальные чиновники Приднестровского региона, те, кто отвечают за благополучие этих людей, они должны задуматься, как можно это все остановить. Решение, которое мы дали и с первого дня, и первое, и второе, и сейчас третье, которое смогли вместе с друзьями с Евросоюза проработать для людей, оно может изначально поставить точку всем этим проблемам. Просто-напросто для нас сейчас важно, чтобы эти люди ответственно подошли к тому, что этот кризис должен остановиться, и у нас впереди очень тяжелый диалог. То есть мы должны договариваться и находить точки соприкосновения. Каждый день 30 тысяч граждан Молдовы с левобережья приезжают в Каушаны, в Штефанводы, в Кишинев. Это люди, которые зарабатывают здесь деньги, они возвращаются в свои семьи, они могут там платить по счетам, они помогают другим людям в регионе. Это наши медики, которые лечат всех людей и на правом, и на левом берегу. Это наши социальные службы, это наши спасатели. Это те люди, которые во все это время... Это наши энергетики, кстати, которые договариваются и работают, и сотрудничают. Я вам рассказал только один эпизод, например, когда Молдовагаз, Тирасполь-Трансгаз и Весмолтрансгаз договорились, чтобы сохранять газ в трубах, чтобы этот газ мог быть использован сейчас. Это решение молдавского правительства по выделению этих 3 миллионов кубических метров газа для того, чтобы поднять давление в системе, для того, чтобы люди могли пользоваться комфортками, для того, чтобы отопительные котлы для школ, для больниц работали. То есть это является истина, то есть открытость и наше желание реально помочь. Тот факт, что режим и так называемые местные СМИ, а также российская пропаганда, нагнетение этой обстановки доказывает еще раз, что это не борьба между информацией и дезинформацией. Это борьба между историями, которые нам хотят внушить на правом или на левом берегу Днестра. И самая достоверная история, это история правды. Здесь, на правом берегу, в нашей шумной демократии,
Демократия — это сложный процесс, это раздражающая система для некоторых, но она единственная, которая может нас объединить на обоих берегах Днестра. Демократия помогла нам на правом берегу, как пример, просто-напросто не наступить на этот кризис, потому что у нас есть газ, у нас есть электричество, у нас есть диверсифицированные источники. Да. А система, которая была построена на левом берегу, авторитарная система, контроль полнейший силовиками всех структур. Люди боятся общаться, то есть люди общаются только в интернете. И я хочу, чтобы люди просто поняли, что демократия — это, конечно, сложно, но это то, что должно нас объединить и помочь всем нам преодолеть эту ситуацию и преодолеть гуманитарный кризис, который разворачивается по вине Российской Федерации в Приднестровском регионе нашей страны. И, наверное, последний вопрос, если коротко можно прокомментировать. Вот Гагаузию как бы особо не было слышно. Больше Гагаузию слышали перед президентскими выборами и перед референдумом. Сейчас, судя по всему, информационно активизировали Приднестровье. И вот в контексте вот этого шума и гамма по поводу того, что Кишинев якобы там, ну, то, что я говорил до этого, да, новость с левого берега. Вот Константинов вышел, спикер Народного собрания, и говорит, что власти предпринимают незаконные действия, значит, не выпуская его за пределы страны. Вот чуть ранее его не пустили в Таиланд, сейчас его не пустили в Турцию на лечение, да, то есть как бы он даже сказал, по какой причине, да, по лечению там какой-то железы, не знаю. Что вы на это скажете? Ну, во-первых, я хочу сказать, что наша Республика Молдова, то есть наше общество, оно базируется на том, что мы должны все доверять друг другу. У нас много национальностей. И тот факт, что Москва по своей прихоти хочет использовать Приднестровский регион или Гагаузию, или там, не знаю, русскоязычное население страны для того, чтобы продвигать свои нарративы, свою повестку, мы все должны задаться вопросом, что для нас, как для граждан Молдовы, как для патриотов своей страны, что мы можем сделать, чтобы наша страна развивалась, чтобы мы могли просто-напросто все вместе сработаться и выйти на рост экономики, чтобы мы смогли развивать свои семьи. А когда определенные политики, и вот в вашем случае вы говорите про господина Константинова, используют этот мандат от народа для продвижения своих личных интересов или, например, разъезжают по разным поездкам, это доказывает еще раз, что это не самый разумный, не самый рациональный формат, как мы можем служить нашим интересам и нашим людям. Нужно решать проблемы реальные, которые есть у людей, нужно помогать людям, а никак не заботиться о своих личных и корыстных интересах, потому что народ об этом знает, народ это видит, и мы все должны сплотиться и быть патриотами нашей страны и нашей республики, и созидать вокруг наших интересов, вокруг интересов Республики Молдова. Господин Вода, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Друзья, в этой части выпуска, в принципе, как и сегодня, мы продолжаем говорить о Приднестровье. Многих это может уже напрягать, я понимаю, но я думаю, это очень важная тема. Она важна в контексте того, что такое ощущение, что некоторая реинтеграция все же близится. Так это или нет, поговорим с нашим гостем, который бывает у нас часто, и за это мы его благодарим. Андрей Курарару, эксперт в области безопасности сообщества Watchdog. Андрей, приветствую вас. Приветствую вас. Да. Ну, благодарю вас за то, что нашли время. Я понимаю, пора горячая сейчас. Очень много вопросов накопилось, в том числе и с вопросом безопасности. Давайте, в смысле, вопросом реинтеграции страны, энергетической безопасности на левом берегу, на правом берегу. Давайте я попрошу вас, если можно, вот такими широкими мазками обозначить сегодняшнюю беседу. Первое, с моей точки зрения, менее интересное, будет газ, не будет газ на левом берегу Днестра, хотя это тоже очень важно. Но такое ощущение, что некоторая форма реинтеграции близится, и уже вот как бы она идет. Поправьте меня, если я не прав. И если да, то есть очень много вопросов. Что будет, как будет,
уйдет ли оттуда Шериф, уйдет ли оттуда Москва, и кто будет вообще там ну, задавать тон, управлять процессами, какова роль в этом Киева. И, в общем, очень много вопросов, на которые мы, к сожалению, не имеем ответов. Ну, давайте сначала. Ну, согласится ли Красносельский, ну или левый берег, те, кто управляет Красносельским, на ту помощь, которую предлагает Кишинев вместе с европейскими партнерами? Уже было обещано 30 миллионов, по-моему, евро, если я не ошибаюсь, для закупок газа для левого берега. Я думаю, тут можно говорить краткосрочно и среднесрочно. Краткосрочно он, конечно, согласится. У него же уже есть какие-то оговорки о том, что этот долг будет совмещен с тем, который есть к «Газпрому». Да. Хотя понятно, что есть все ключи к разрешению ситуации хотя бы по этим 3 миллионам кубических метров у Кишинева, имея в виду, что Кишинев в конце концов будет пропускать этот газ или не будет пропускать. Особенно, когда мы говорим о формате, что мы можем просто вернуть себе вот эти возможности, то я думаю, что для него это и не проблема, имея в виду, что он не оплачивает сам по себе этот газ. Очень интересно. Два уточняющих вопроса, пока мы не шли далеко. Вы сказали совместить с долгом «Газпрома» и упустить возможность. Что вы имеете в виду? Ну, риторика у него такая, что вот есть долг «Газпром». Да. Из него можно вычитать вот эти суммы, которые он должен будет за этот газ, и Молдове ничего не платить. В то же самое время, если мы говорим про возможность, что все-таки пойдет вот этот бесплатный газ российский или купленный на российские деньги в Приднестровье, то он будет идти через Республику Молдова. У нас две опции: либо они оплачивают, либо возвращают газ. То есть подождите, он предлагает списать с нашего долга, который не существует? Ну, это его позиция была. Интересно. Такая смешная, я бы сказал. Но, скорее всего, это для внутреннего потребления во всем, что касается того, что он не хочет выказать себя как слабого игрока, как игрока, который ничего не контролирует. И тут очень важно, что человек, у которого есть гарантии как минимум на 160 миллионов долларов закупок газа, он у нас этот газ требует в долг. Это говорит, опять же, о том, насколько независим вот этот фактор Красносельского и вообще местных так называемых властей. А гарантии на 160 миллионов кто ему дал? Ну, опять же, будем жить в этом прекрасном мире Красносельского. Сначала он говорит о том, что он готов закупать за границей, дает гарантии Молдова газ, что эти закупки будут сделаны, и требует, чтобы Молдова сдержала слово. Мы видим в публичном пространстве, что говорится о закупках до апреля. И эти закупки, есть такая цифра, о которой говорится, что они будут стоить не менее 160 миллионов долларов. Если он дает гарантии, что эти закупки будут оплачены, значит, у него эти деньги должны быть, или у него есть возможность их добыть. Ну, гарантии он, наверное, имеет в виду деньги, что заплатит Кремль, правильно? У него этих денег нету или есть? Да, понятно, но, опять же, Кремль мог через свои банки ему вот эти же суммы дать из Тирасполь Трансгаза, который действует по российскому законодательству и по законодательству так называемого Приднестровья, мог переслать их на счета Тирасполь Трансгаза, который зарегистрирован в Республике Молдова. Но это не происходит, потому что ему не доверяют. Потому что он вообще не фактор. И это надо всегда понимать, потому что вот игра нарративов Российской Федерации какая? Сделать так, чтобы Республика Молдова говорила больше о Красносельском, а Приднестровье больше говорила о Кишиневе, который что-то там блокирует. А реальность какая? Опять же, по открытым источникам мы видим, что одна из тех фирм, которые пытаются провести в газ, опять же, в Приднестровье, это фирма турецкая, которая под санкции. Вторая фирма венгерская. Непонятно, откуда они деньги берут. То есть, скорее всего, что венгерская фирма не пройдет по тому, что они не под санкциями, но они должны еще будут верифицировать тот факт, что те деньги, которые они используют, не под санкциями.
Мы не можем трогать грязные деньги, потому что у нас риск того, что потом Тирасполь Трансгаз, Молдова Газ будут под санкциями. Кто будет закупать газ для правого берега и где? То есть давайте разъясним, потому что очень... То есть сначала российский газ будет, не будет, потом они нашли вот эти вот две фирмы, одна турецкая, одна венгерская, которые якобы будут закупать газ для Приднестровья. Так? Мы об этих фирмах говорим. Схема в том, что Молдова не может заключить, или Молдова Газ не может заключить контракт с этой турецкой фирмой, потому что она под санкциями, а они хотят навязать нам эту фирму для того, чтобы Молдова Газ, заключив контракт с этой фирмой, испачкался, ну потому что по-другому на левый берег, кроме как через Молдова Газ, нельзя поставлять газ, я правильно понимаю? То есть... Это им дает возможность легализовать какие-то деньги, которые... А также дает возможность того, чтобы говорить, а вот Молдова Газ тоже должны быть под санкциями. У них есть довольное число своих агентов даже в Брюсселе, которые могут потом требовать, чтобы наш Молдова Газ подошел под санкции. И тогда проблемы уже будут у нас, в Молдове, с газом. И чтобы мы не смогли покупать газ на европейских рынках, чтобы мы пошли кланяться к тому же Кремлю. Это очень транспарентная, скажем так, многоходовочка, от которой надо открещиваться и очень публично говорить о том. Понятно, что правительство не может говорить, потому что есть какие-то репутационные риски, вот эти фирмы потом на них подадут в суд и так далее. Но мы понимаем, что Россия не будет использовать белые схемы для подачи газа. И поэтому сейчас даже вот эти крохи, эти маленькие деньги за 3 миллиона кубических метров, они не готовы дать Красносельскому. Они хотят использовать только те деньги, которые под санкциями, либо российские рубли, которые не конвертируются на европейских рынках. Хорошо, объясните, пожалуйста, вот в чем вообще проблема? «Газпром» же может доставить этот газ до границы с Молдовой по турецкому потоку и трансбалканскому коридору. Я правильно понимаю? Через наш же Молдова Газ или в чем проблема там? Еще в прошлом году эксперты говорили о цене в $18 миллионов, что вот будет больше стоить транзит газа через трансбалканский коридор. Это не деньги для «Газпрома», и это вообще не деньги по сравнению с более 10 миллиардов задолженности Приднестровья. Это уже надо понимать, почему. Потому что вот даже вот эти фирмы, которые прокладки, которые те же «Газпромовские», все рожки до ножки видны, они тоже этот трансбалканский коридор используют. То есть... мы будем себя еще обманывать. То есть я думаю, что уже молдаване, все эксперты немножко в энергетике понимают, что этот трансбалканский коридор, он действует. Если он действует для Венгрии, например, то он действует и для Приднестровья. То есть нету тех барьеров, о которых говорили, вот, что технически невозможно и так далее. Скорее всего, вот это такая же история, как и то, что украинский уголь не подходит к МГС. Да. Что там технически решить не проблема, но есть нарратив, которому они придерживаются. Но становясь частью вот этого плана, Красносельский на себя берет и какие-то обязательства. То есть, я думаю, самое важное, чтобы сейчас люди в Приднестровье, возможно, они смотрят нашу программу, поняли, что вот в феврале у них хотя бы 10 дней может быть возвращение к нормальной жизни. Потому что будет и газ, будет и электричество. Если Красносельский примет помощь, которую предоставляет Кишинев и Европейский Союз вместе с Европейским Союзом. И это надо проговорить, что это именно помощь, это гранты. Все оплаты будут через поставки электроэнергии на правый берег. То есть, в принципе, еще бесплатно должна быть электроэнергия и газ на левом берегу вот в эти 10 дней февраля. Но мы на данный момент не видим никакой реакции Красносельского внятной. Скорее всего, он ждет какую-то отмашку от Кремля, чтобы понять, пойдет ли он на второй этап или не пойдет. А последующие этапы и план Евросоюза включают... А второй этап какой у него должен быть, извините, на второй этап это что? Первый этап он точно возьмет, потому что он теряет возможность там реабилитировать газовую систему в регионе. То есть 3 миллиона кубических метров он точно возьмет.
Да. А вот уже второй этап, то, чтобы он брал на 10 дней для подачи энергии и на территории Приднестровья, и на территории правого берега, тут еще вопрос. И, скорее всего, тут он начнет какие-то условия предлагать и так далее. Хотя говорит он, что всегда за очень гуманитарную позицию и так далее. Ну вот, абсолютно гуманитарное решение, которое помогает и левому берегу, и правому берегу. По тому, что говорил премьер, и потому, что есть на сайте Еврокомиссии, это будет влиять и на то, сколько мы платим каждый в феврале за электроэнергию. То есть электроэнергия несущественно, но будет дешевле на феврале из-за этих 10 дней, когда мы покупаем по, скажем так, докризисным ценам электроэнергию. И в этом смысле, если он идет и на второй шаг, то логически, что он должен принять вот весь этот план Евросоюза на 2 года, когда их потихонечку будут отучать от энергозависимости. В этом плане по тому же коммюнике с сайта Евросоюза мы видим, что будут рассматриваться и возможности поставок азербайджанского газа через Украину, также поставки угля из Украины для того, чтобы делать электроэнергию, а также развитие местных возможностей Республики Молдова. Да. То есть то, что нам помогает делать сейчас Евросоюз, это говорить: окей, у вас есть партнер, но нестабильный партнер. Октябрь 2022 года, 50% газа не пошло. Почему? Потому что они затребовали с нас 709 миллионов долларов. Кто-то посчитал, что это более 13 тысяч лей с каждой семьи из Республики Молдова. Это гигантские деньги. Да. Это у нас крадут 2 миллиард практически. Фактически, да. Дальше, в ноябре 75% понизились поставки, и мы начали закупать. Понятно, что это непросто, понятно, что мы все от этого зависим, и нам всем неприятно, когда мы оплачиваем больше, но какая альтернатива? Альтернативу мы очень хорошо увидели на левом берегу, вот в течение января, когда мы видим коллапс, мы видим то, что непонятно, как в этих квартирах потом жить, имея в виду, какие там условия развелись от плесени до риска каких-то аварий и так далее. Но Евросоюз говорит: окей, мы вам поможем за свои деньги, это грант. Вот это очень надо подчеркнуть, что это грантовая система для того, чтобы вы вышли из этой зависимости. Мы наполовину вышли, а во вторую половину, конечно, было удобно всем, что покупать более дешевую электроэнергию. Но ее без белых схем подачи так называемого гуманитарного газа не предвидится. И поэтому надо решать вопрос собственными силами. Что мы можем делать? Это либо генерировать энергию совместно с Румынией, поэтому есть проекты, либо генерировать зеленую энергию, то, что у нас в какой-то момент было до 20%. Насколько мы знаем, рынок Республики Молдова есть инвестиционные проекты, которые могут это все покрыть. Нужны только некоторые инвестиции со стороны государства, в том числе и дорогостоящие. Да, туда мы еще пойдем. Давайте вернемся к Приднестровью. К тому, что я спросил в самом начале. Можем ли мы, опять же, в краткосрочной, в среднесрочной перспективе, вы предложили ограничиться этим, видеть какое-то подобие реинтеграции? Потому что такое ощущение, что Россия туда с дешевым газом или бесплатным газом уже не вернется, потому что не хочет. И что это означает для нас, по большому счету? С одной стороны, она возвращаться не хочет, но с другой стороны, она и контроль не выпускает. И вот это вот поза, в которую встал Красносельский, понятно, что не сам. Это он встал по указанию Москвы или указанию Гушана? В смысле, хозяина шерифа? Надо понимать, что тут 3 аспекта, которые мы должны рассматривать. Да. Первый аспект не зависит ни от Гушана, ни от Кремля. Это эффект Трампа и как пойдут дальше переговоры по Украине. Точно кейс Приднестровья будет там рассматриваться. Очень от нас зависит, в какую зону влияния мы попадем.
Останемся ли мы вот сейчас, как мы хотим быть в зоне влияния Европейского Союза и будем европейской страной, либо будем вот как Грузия, в каком-то замерзшем состоянии в отношении Евросоюза и в непонятных отношениях с Россией, которая по одну сторону помогает нынешним властям Грузии, по другую сторону имеет оккупированные территории. Хорошо, а как мы можем на это повлиять, если нас за столом переговоров не будет? Мы будем, скорее всего, на столе переговоров. Ну, в смысле, как бы, понятное дело, что Приднестровье и Молдова тоже будут обсуждаться, но Молдова за столом переговоров, очевидно, не будет. Как мы выбираем блюдо на столе? По цвету, по запаху и по вкусу. Okay. Если по цвету, по запаху и по вкусу мы будем европейской стороной, а это мы решаем в сентябре, скорее всего, на выборах, то, скорее всего, мы вот отойдем вот к той категории блюд. А если по цвету, по запаху и по вкусу мы будем каким-то советским шампанским, а не криговским брютом, то, скорее всего, мы пойдем вот в эту серую зону влияния России. То есть то, что мы можем сделать, это гарантировать, что у нас месседж. Мы проевропейская страна, мы дальше идем по европейскому пути, мы делаем все, что от нас зависит, чтобы развиваться вот по тому же пути, по которому мы идем. Если нет, то у нас есть очень говорящие примеры, тот же пример Абхазии, где вот сейчас, и я вот тут вернусь к примеру Гушана. Почему? Я думаю, что есть интерес и у местных, особенно экономических элит, для реинтеграции, потому что у них экономические отношения официальные больше всего с Евросоюзом, неофициальные больше всего с Украиной. И в этом смысле мы понимаем, что бы сделала Российская Федерация, если у нее бы повысились какие-то уровень влияния на эту зону. Во-первых, от этих местных олигархов они бы избавились. Мы видим это... как они делают в Абхазии сейчас? Вот просто... На примере Абхазии мы видим это очень конкретно. Почему? Потому что если у тебя есть регион, и он становится более или менее самодостаточным, то у тебя проблема. Зависимость от Кремля спадает. И в этом смысле я бы даже тем людям из Гагаузии, которые себя видят в русском мире, спросил их, если им пример Абхазии нравится, без света уже более месяца, без... Здесь, господин Кураров, здесь об этом, к сожалению, мало что знают. Давайте, да, действительно проговорим это, потому что там уже, сколько вы сказали, 2 месяца Абхазия сидит без света. Все по одной очень простой причине. Россия требует от Абхазии принятия закона, который по большому счету отдаст все абхазское побережье в руки российских корпораций, которые будут его застраивать. Идет сопротивление, местное население уже добилось ухода в отставку одного президента, так называемого президента абхазского, который был склонен подписать это соглашение с Россией. И теперь Россия, грубо говоря, маринует население Абхазии, не давая им электроэнергию. Вот что происходит в Абхазии. Я правильно? Поправьте меня, если я ошибаюсь по поводу того, что происходит в Абхазии. Абсолютно с вами согласен, и можем смоделировать это на примере и Приднестровья, и Гагаузии. Да. В Приднестровье вот это бы коснулось, скорее всего, того же МГРЭС, который незаконно приватизировала уже российская компания. Также ММЗ, также другие индустриальные возможности, которые есть у Приднестровья. А в Гагаузии это бы касалось лучших земель, скорее всего. Потому что других ресурсов у региона нету, и, скорее всего, бы были такие условия, когда бизнес из России выкупал бы за бесценок вот эти земли, потом развивался, а все остальные люди, которые живут в автономии, вот так, как и жители Абхазии протестовали, но с флагами Российской Федерации. Потому что у них такой когнитивный диссонанс, как это наши спасители, наши друзья. Сюр, самый настоящий сюр. Да, вот так вот себя с нами ведут. Это надо понимать, это надо брать в расчет, когда мы говорим про того же господина Гушана, который, скажем так, после ковида и после начала войны, та часть незаконного бизнеса, которая у него есть, она сократилась довольно-таки серьезно. Так что он сейчас больше официальный бизнесмен, чем контрабандист. И в этом смысле
для него риски того, что вот тут что-то поменяется, будет более пророссийское настроение, намного больше. Поэтому Да, я бы искал... Но в случае с Гушаном тоже нужно брать в расчет, что он тоже непростой человек и наверняка тоже пытается выторговать для себя более выгодные условия, вот, ну, скажем так, в новой реальности, которая уже наступает. То есть, как бы там, с одной стороны, понятно, того же Красносельского может сдерживать Кремль, но с другой стороны и Гушан, который явно его контролирует, для того, чтобы выторговать для себя более, ну, скажем так, благоприятные условия в случае дальнейшей реинтеграции, чтобы сохранять контроль за значительной частью бизнеса на левом берегу Днестра. Я бы сказал так. При некоторых гарантиях своей собственности и своей безопасности Гушан может быть самым ярым противником сепаратизма и самым большим другом Кишинева. Но, опять же, это больше про средний или долгий вот, отрезок времени. Вот сейчас для нас очень важно, чтобы все понимали, что Евросоюз спасает, в принципе, Приднестровье. Евросоюз дает возможность на короткий хотя бы срок, но нормальности в этом регионе. И если господин Красносельский найдет в себе мужество подписать договоренности с Евросоюзом, то у Евросоюза есть возможность вообще вытащить этот регион из того коллапса, в который вогнали тот же Красносельский и Кремль. Но это зависит от открытости вот этих так называемых лидеров. Они всегда говорят про свой народ, про то, что своих не бросаем и так далее. Но давайте вот сейчас откроем вот глаза на такую ситуацию. Есть конкретный выход без серых, черных схем, которые в любом случае бы не действовали, потому что быстренько бы все попали под санкции, и весь этот газ не пошел бы. Есть открытость соседствующей страны помочь серьезными ресурсами, и есть гарантии президента Зеленского, что это на 10 лет, это не до апреля, как предлагает Кремль. И есть финансирование и помощь Евросоюза. Это такой идеальный шторм для того, чтобы решить вот эту ситуацию. Насколько это будет и политическая интеграция? По-моему, это второстепенный вопрос на данный момент, потому что мы должны решать все, чтобы и люди на правом берегу, и люди на левом берегу начали жить по-человечески, чтобы не платить больше за электроэнергию, чтобы не мерзнуть, чтобы возвращаться на рабочие места и не продолжать вот этот хаос, который создало решение Кремля. Но если кто-то рассчитывает, что вот будет как раньше не хочет Кремль. Почему? Потому что он не хочет идентифицировать белую схему для покупки даже на европейском рынке. И та серая схема, которая есть, она до апреля. Почему до апреля? Потому что в апреле закрывается ТЭЦ, и они хотят следующий виток эскалации, следующий виток энергокризиса сделать для правого берега, для нас с вами. У господина Красносельского есть замечательный пример так называемого президента Абхазии, по-моему, Нагорного Карабаха, Араика Арутюняна, если не ошибаюсь, который подписал указ о распуске всего Нагорного Карабаха и всех органов власти. Просто замечательный пример, нет, для господина Красносельского? Пример замечательный, но я бы сказал, что вот в этом случае тут есть возможность, чтобы не было вообще ни одного элемента насилия, который претит и правому, и левому берегу. У нас не конфликтный абсолютно народ, мы не хотим никакого насилия и так далее. У нас есть возможность вот сейчас решить проблему экономически, решить проблему гуманитарно и по-человечески. То есть, когда ты видишь, что твои так называемые братья пытаются на тебе еще заработать на твоем горе, то надо 2 раза подумать. Зачем тебе вот такие вот партнеры и почему, если ты 80% экспортируешь в Евросоюз, для тебя Евросоюз не более интересный партнер. Особенно, что он гарантирует на 2 года план развития. Да. Ну, я прошу прощения, по-моему, Шамвел Шахраманян зовут этого человека, который сейчас находится в аресте в Азербайджане. Тот, который, в принципе, распустил всю Абхазию. Да. Нагорный Карабах, извините. Да. Слава Богу, у нас нету вот этого элемента этнического конфликта. Слава Богу, у нас нету элемента религиозного конфликта.
Потому что на всем этом бы играли те же тролли и дезинформаторы Кремля, на всем этом бы играли вот все эти местные МГБшники и так далее. У нас конфликт, он сам по себе искусственный. У нас нет проблем с левым берегом или с правым берегом. Если бы не было бы этого бесплатного газа, то, скорее всего, реинтеграция бы происходила таким природным путем. Господин Курорару, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Я прошу прощения наших зрителей, которые нас смотрят по поводу деталей с так называемым руководством Нагорной Карабахской республики, который уже не существует. Да? Но в смысле, кто бы там, ну там точно был подписан какой-то указ, по-моему, они самораспустились. В общем, этот указ, этот пример очень хорош для Красносельского. Это закончило бы, как вы сказали, господин Курораров, все мирным путем и без то, что нам очень важно, и то, что нам прийти. Спасибо большое. Вам спасибо и мужество нашим согражданам из Приднестровья, и особенно мужество вот таким вот персонажам, как Красносельский, которые реально могут что-то сделать для своих соплеменников, если у него это мужество появится. Совершенно точно, да. Спасибо большое, ну и хорошего дня, увидимся в следующих выпусках. Спасибо большое. Друзья, в этой части мы попытаемся немножко разбавить повестку, связанную с энергетическим кризисом на левом берегу Днестра. Сейчас мы поговорим о Гагаузии. Давно мы не говорили о Гагаузии, что происходит, почему притихли одни, не видно тех, кто до этого пытался создавать шум, видимость бурной политической деятельности. Об этом мы поговорим, как всегда, с нашим частым гостем Сергеем Черневым, депутатом нескольких созывов Народного собрания. Господин Чернев, рад вас видеть. Здравствуйте. И добро пожаловать опять в нашу студию. Господин Чернев, вот такой вопрос простой, как бы, в принципе, я его озаглавил в своем приветствии, в своем вступлении. Почему притихли гагаузские политики? Вообще их не слышно, как будто канули в воду, набрали в рот воды. Что случилось? Была такая команда или нечего сказать? Знаете, Михаил, чуть-чуть отработали правоохранительные органы, выявили все их ячейки, выявили вот это финансирование, и некоторые из них начали прекрасно понимать, чем это может закончиться. Вот этот, который костяк. Почему? Потому что Шор находится где-то там, за границей, а отвечать этим придется здесь за его деяния. Это первый. Подождите, но там же были всего лишь обыски. Одни обыски испугали Илью Узуна и остального, и Михаила Влаха. Послушайте, я вам скажу... Такие слабенькие оказались на поверку или что? Ну, как я вам сказать, трусов больше, чем сделал Шор на ставку, он бы не нашел бы во всей стране вот этих трусов, которые, да, те за деньги делают какую-то определенную работу, но это делают не по идее, а только из-за деньги. Это первый аспект. Второй аспект у меня, знаете, как получается, они уже начинают понимать, чем это может закончиться. Чем это может закончиться. Правоохранительный орган на протяжении всего этого времени, хотя их не было видно, я на одной из передач вашей сказал, если их не видно, это не значит, что они работают. Не работают, что они не работают. Да, что они не работают. Практически они выявили полностью сеть. В Гагаузии где-то более 40 тысяч стоят на зарплате, и выявили лиц, которые сегодня этим занимались, которые ставили этих людей, как бы, вот, которые разносили деньги, которые, так как Шор давал, и воровали эти деньги вот у людей. И Шор пошел чуть-чуть другим путем. Получилось, что он начал кидать деньги на карточки. Эти остались без вот этой, как бы сказать, дополнительной помощи. Почему? Потому что если там образно кидалось 2000 лей на карточку, они давали людям где 1000, где вообще не давали, где 1500, вот так, и остальное ставили в карман. И вот эти, они просто иссяк их непатриотизм. Патриотизм у них был из-за деньги. Потому они сейчас притихли. Плюс в Народном собрании, я так понимаю, уже потихонечку Шор начинает сливать Константинова. Почему? Потому что люди, которые работают в исполкоме на местах, вот недавно прошел слух,
что Гуцул с Константиновым поссорились. Я не мог понять, почему. И сегодня вот пришла информация, которая уже стала все расставила на свои места. Потихоньку выкидывают людей Константинова, выкидывает Гуцул, и у них получилась именно вот эта борьба между собой за вот эти должности, за влияние. Константинов выкидывает людей Гуцул. Пока Гуцул выкидывает людей Константинова. Почему? Потому что Константинов, как сам предатель, он назначил на всех местах предателей, которые сегодня готовы получать зарплату, но ни за что не хотят отвечать, тем более делать какие-то действия против властей. Вот и все. А вот его обвинение, вот он сегодня вышел с пресс-конференции, Константинов, и обвинил власти в том, что они не выпускают его в Стамбул. Он сказал, что по каким причинам здоровья, даже обозначил, не будем сейчас это обсуждать. Он в Москву едет, в Стамбул собирался ехать действительно на лечение, или это предлог, чтобы поехать дальше? Он ехал туда попытается отстоять своих людей, которых пытается снять Гуцул. Вот. Но сегодня его, как я вижу, потихонечку его сливают. Вот как бы так называемый, вот есть в дальнейшем, как бы они пытаются сделать вот этот съезд депутатов всех уровней. Курултай. Курултай, да, Курултай, который они пытаются сделать 15 февраля. Вернее всего, он не пройдет. Почему? Потому что эти боятся делать резкие заявления. Константинов говорит в свою очередь, эти заявления должен сделать Илья Узун, Михаил Влах. Почему? Потому что это молодое крыло, они тоже там как бы вот с нами. А эти в свою очередь говорят, пускай делает Константинов. Кошелек-то у него, он распределяет вот это все. И вот пошла коса на камень. Вернее всего, эти трусы, вот я открытым текстом называю, что Константинов, что Узун, что сегодня Влах, они побоятся собрать этот Курултай. Даже если вдруг они соберут, если даже вдруг, я допускаю, что может вдруг они его соберут, они там заявлений никаких не будет, и вернее всего они его не сделают. Почему? Потому что они хотели, чтобы Киндигелян сделал какие-то там заявления, как дедушка, как вот этот, с которого никто не спросит, вот так, а тот уже болеет. Там была новость, прошелся слух, что были уволены некоторые люди из МРЭО и паспортного стола в Камарате. Вам что-то об этом известно? Из-за связи с Шором. Послушайте, там в паспортном столе МРЭО, не знаю, как бы, вообще в ОСИПе, или как вот правильно назвать? Агентство госуслуг или как публичная собственность, вот так как она, услуг, да, она называется. По моей информации, там многие люди стояли, получали, которые вот эти, если Шор дает вот эти $100 через вот этот банк, или 100 евро, как бы он получается, они многие получали там. Их, насколько мне известно было, их предупредили один раз, но на второй раз их уволили. Почему? Потому что человек, работая на своем месте, он где получает образно от 10 до 15 тысяч лей получает зарплату, и здесь за вот эти 1000 лей продавать себя, свою страну, я считаю, что агентство госуслуг именно правильно вот это сделала. Вот я говорю, их не просто надо было... Вы слышали об этом, да? Да. Их не просто надо было увольнять. На них надо было возбуждать уголовные дела. Почему? Потому что они имели сегодня полный доступ, имели к базе данных, которые сегодня хранятся в этих ОСИПе. Вот. И этих людей... Это база данных, автомобили, люди, избиратели. Автомобили, избиратели, все паспортные данные, ВИН-коды, вот это все, адреса. Как вот это. И этих людей надо было привлекать сегодня к уголовной ответственности. Не просто так увольнять, а привлекать к уголовной ответственности. Некоторым там кого-то пожурили, кому-то еще что-то, но их надо было поголовно всех увольнять. Почему? Потому что если ты сегодня работаешь на государственной службе, и сегодня получаешь еще деньги где-то как инагент, это должно быть наказуемо. Это касается не только агентства госуслуг. Есть у нас работает в правоохранительных органах, есть, которые получают садики, школы, больницы, поликлиники, многие из них получают вот эти зарплаты. Я понимаю, что положение плохое, но это сегодня чревато тем, что они сегодня начинают зависеть от вот этой зарплаты, и ненароком завтра их начнут этим шантажировать и заставят образно или голосовать, или делать какие-то действия против нашей страны. А вот что вам слышно, известно, вот вы сказали в начале, что перестали перечислять эти деньги, да, там по 10 тысяч рублей, которые он перед выборами закидывал избирателей. Что-то об этом слышно? Потому что последняя новость, которая была, что якобы перечислили по 5 тысяч людям до Нового года или после Нового года перед Рождеством. Эти деньги перечисляли именно агитаторам, которые агитаторы, остальные получали по 100 евро. Получают они какой-то российский промбанк или какой есть. Промсвязьбанк, да. Да, Промсвязьбанк. Они наладили уже обналичку этих денег здесь через вот этих есть как бы разных
как бы... Менял такие, да? Да, менял, которые они имеют, которые теневые меняла, которые они потихонечку здесь обналичивают. На обналичке они берут, если там образно 100 евро у нас выходит 1900 лей, они здесь обналичивают им 1200, иногда по 1000 лей, вот так до 1300-1400 лей максимум. Они с каждой обналички имеют по 500 лей. Люди этим очень недовольны, то, что их сегодня как бы забирают. Ну, на это пускай говорят спасибо. Почему? Потому что эти деньги тоже им падают как бы с неба за то, что сегодня они продают свою родину. Также продолжает по 10 тысяч рублей ежемесячно или уже меньше? Агитаторы основные, как бы получается, вот эти их агитаторы и вот эти магалисты, они получают, кто 10, кто 5, они получают и будут получать, ну, мое такое... Но это не все поголовно, как было до... Нет, сейчас их стало меньше, их чуть-чуть сделали как бы этот, основной поток денег, я думаю, пойдет перед парламентскими выборами. Угу. Вот так. И ШОР их будет финансировать до парламентских выборов. ШОР на этих выборах пойдет ва-банк. Пойдет ва-банк. Это сегодня как бы он ясно дает вот эти сигналы. И у финансирования он будет держать до того времени. Почему? Потому что если он проиграет парламентские выборы, ШОРа, его спишут салют и так, и так. Возможно, даже его могут выдать сюда, в нашу страну. Почему? Так как не оправдал надежды. Тем более то, что сегодня говорят, что потихоньку на Украине будет мир, начнут договариваться, то ШОР, я думаю, даже разменной картой не будет. По просьбе наших властей его могут выдать сюда. Да, в украинских вот этих вот делах мирных переговоров, которые по слухам идут, вы думаете, про ШОРа тоже там будут говорить? Нет, я просто говорю, ШОР будет такой маленькой вот этой, что он даже никому не будет интересен. Что касается, скажем, на кого будет ставить ШОР? Вопрос. Потому что ну, там Стояногло 350 тысяч голосов были куплены, которые ушли к Стояноглу и так далее. Есть два варианта. Ирина Влах, Стояногло, партия социалистов, новая партия Ирины Влах. На кого, вы думаете, будет ставить ШОР? И вот эта сетка, которую он создал, на кого будет работать или голосовать? Ну, там есть категория людей. Наши депутаты с парламента, от социалистов, есть еще там депутаты, которые бегают там по российским коридорам, пытаются, чтобы ставка была на Ирину Влах. ШОР Ирине Влах не верит. Вот так. Почему? Потому что Ирина Влах, как я от бабушки ушел, от дедушки, она продала все свое окружение и продала не раз как бы партии, с которыми она была. Не знаю, как там перевесится вот это. Ну, ШОР пока ей не верит. И вот эта команда бегает за ним. Вот как бы получается, эта команда «Шанс», или как она вот это до этого была, или «Победа», «Блок Победа», они пытаются, чтобы была ставка на Ирину Влах. ШОР пока ей не верит, не знаю, ШОР на кого будет ставить. Ну, у ШОРа в загашнике есть и партия, если он купил 2 партии на правом толке. Там пытаются их собрать всех вместе, вот этот левый фланг, собрать всех вместе, чтобы они шли единым фронтом, единым как бы... флангом. Да, единым флангом, чтобы они шли. Но зная, тут посмотрите, вот если сделаем анализ вот этих лидеров, вот этих партий, которые они пытаются собрать их вместе, вот как бы этого левого толка, как бы так называемого, они все предатели, которые предавали людей, с которыми они начинали. Та же Ирина Влах, тот же Стояноглу, тот же Дадон, которые предали и предали не раз друг друга. Их очень трудно будет собрать под одно крыло. Почему? Потому что они заранее, заведомо, они идут, чтобы обмануть друг друга. И прекрасно знают друг друга, кто и какие возможности как бы имеет по вот этому. Плюс они пытаются туда втянуть МАН, Ваню Чебана, который, ну, по моим сведениям, туда не хочет заходить. Пока так, как бы, я знаю вот этот. Он неправильно делает. Почему? Потому что эти понимают сами, что они не возьмут большинство, как бы, в парламенте не возьмут большинство мандатов. Им нужен кто-то еще, с кем они будут соединяться, чтобы сегодня, как бы, создать коалицию. Вот так вот. И заранее пытаются заручиться поддержкой всех, как бы, вокруг, с кем они смогут сделать коалицию. Я думаю, что следующая коалиция, ну, как бы это мои предположения, будет зависеть очень много от МАН, которая центристская партия, которая возьмет. Ну, по мне, он более тяготеет сюда, как бы, европейской стороне. Посмотрим, что покажет время. По мне, пока так. Вот Дуглас создает новую партию. Готовится к парламентским выборам? Новую партию. Почему? Потому что он как бы не новую партию на политическом небосклоне, но у него уже новая партия. Он же не одну создавал. Ну, как я вам сказать, вот знаете, как у нас была единая, нет, новая Гагаузия, или как было, был Девлет. Девлет, да. Да, сейчас это новая партия. Что я скажу про Дуглас? Вот одни и те же лица там в этой партии, там ничего что не... в новой Гагаузии, что да, что ничего. Если бы она имела продолжение, она бы имела и дальше.
Ну, судя по вот этим кульбитам, которые сделал Дуглас за последние 2 года, вот начиная с вот этих башканских выборов, у этой партии шансов нет. А вот эти сборища, которые он делает, вот это делает, ну, мое предположение такое, чтобы не обидеть его, это как бы смотрины, чтобы подороже продаться. Но видно, вот эти спонсоры слепые, пока его не видят ни его, ни его партии в дальнейшем, как бы в будущем. Он, кстати, очень долго запрягал. Один круглый стол, второй круглый стол, Ну, третий круглый стол. Запрягал почему? Потому что не мог собрать людей, хотя бы собрать, чтобы сделать какую-то видимость. Вот это. Вот и все. И он, говорю, хочет подороже продаться и продать опять вот этих своих людей, свою команду в очередной раз. Как делал до сих пор. Так это подготовка к парламентским выборам или выборы Народного собрания? Нет. Даже ни туда, ни сюда. Народное собрание, парламентские выборы у нас сейчас в Гагаузии. Если вот эту шоровскую сетку не уничтожат, тут выборы будут в одни ворота. И Шор это показал на выборах президента, когда он образцово-показательно выиграл, считай, Капчак, Казаклию, Вулканешский район. Он просто сказал, вот эти села, где самые крепкие ячейки, Казаклия, там Киксал, ячейка очень крепкая. Тут у нас, получается, Вулканешский район, Григорий Узун возглавляет социалистическую партию, здесь у нас по вот этом тоже бывший депутат, понимаете? Капчак, Горизан говорит, что... Там они обошли социалистов, да? Победили с большим отрывом. Вот и все. И Шор сегодня здесь, в Гагаузии, я не знаю, что будет по стране. Почему? Потому что по стране, когда озвучивал президент, более 150 тысяч людей стоят на зарплате, вот как бы жители, граждан Молдовы стоят на зарплате, а я думаю, их в 2-3 раза больше. Я думаю, что это где-то около 300-400, даже, возможно, 450 тысяч вот людей, которые стоят на зарплате. Он может влиять на любые выборы, на любой исход. И даже если возьмем вот эти выборы, которые были в Приморье, если бы не сняли вот эту шоровскую партию, он имел возможность взять где-то 30% Приморья по стране. Вот он имел вот такую возможность. Сейчас Шор будет делать то же самое. Шор сейчас пойдет в ва-банк. Ну, правоохранительные органы, надо отдать им должное, пока отработали очень хорошо. И работают как бы дальше. Приднестровье. Тут что-то мы не видим энтузиазма в Гагаузии помочь жителям Приднестровья. Там, видели, некоторые собирали, там, не знаю, картошку, хлеб, как будто людям там есть нечего. Там проблема не с едой, там проблема с газом. С газом, с этим. Ну, наши все пытаются сделать видимость помощи. Вот так. Как-то слабенько тоже. Ну, слабенько. Почему? Потому что, знаете, как много обманов по самой Гагаузии, и Гагаузия занята своими проблемами. Они пытаются поделить здесь все, что есть. Вот у нас Константинов, Гуцул, они дерутся за вот эти должности, кто кого куда назначит. Им чихать на интересы Гагаузии. Почему? Потому что вот Гуцул пришла с обманом, и с обманом пойдет и до конца. А Константинова, ну, извините, знает, вся Гагаузия от него плачет не только... Ни один колхоз, который он развалил у нас по автономии. Ни один колхоз. И то, что вот это сельское хозяйство, по крайней мере, у нас в Вулканешском районе, пошло в упадок. То, что вот люди остались без пенсии, остались без, как бы, без дальнейшего, как бы, без своей квоты, без своих вот этих, как бы, средств, как бы, долевого участия, во всем виноват Константинов. По крайней мере, у нас по Вулканешскому району. Колхоз «Гигант» развалил он, Чешмекойский колхоз АО «Чешме» развалил он, Карбалию развалил он. Там есть новость по поводу больницы, если вам что-то известно, замена директора, попытка назначить, продвинуть директора со стороны исполнительного комитета. Не слышали об этом? Здесь у нас Камрадская больница. Ну, там пошла драка, опять же, между Константиновым и между Гуцул. И одна из причин поездки Константинова туда, как бы, на лечение, так называемое, это поехать к Шору, договориться, чтобы поставить своего человека. Так, получается, Гагаузия больницу не финансирует, но при этом хочет контролировать. Ну, послушайте, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, а сегодня Константинов пытается раскинуть везде своих, поставить своих людей, чтобы как-то влиять сегодня на больницы. Давайте не будем как бы идеалистами. Больница при Ирине Влах, через больницу отмывалась куча финансовых средств. Даже если возьмем вот эти маски, вот то, что было при ковиде, если маска стоила в оптовом магазине, стоила 1,5
лей 70, у нас маски закупали по 9 лей. Сколько вы тогда выделили в Народном собрании на борьбу с ковидом? Я не помню. Выделили очень много денег. 25 или 35 миллионов? Да, выделили очень много, но деньги, просто вот эти деньги, я считаю, я и тогда говорил, эти деньги разворовались. Лично мое такое мнение. Почему? Потому что помогали европейские страны, давали маски, давали все нам, но я нигде не видел бесплатных, все покупалось у нас. Возможно, они где-то делали, в это как бы мое мнение, что они просто получали отсюда, а на это списывали деньги и ставили в карман. Какой у вас прогноз на в Гагаузии, ну скажем, на этот политический сезон? Съезд депутатов всех уровней, которые они анонсировали, неизвестно, будет, не будет. Ваш прогноз будет ли? Вернее всего, не будет. Почему? Потому что это, я сказал, трусы, они побоятся его сделать. Угу. Вернее всего, не будет. Там была какая-то история с выборами Народное собрание, когда назначить, на какое... Думаю, Константинов эти выборы постарается потянуть. Там приняли новый закон, как бы то, что Народное собрание выборы назначаться должны сразу после, когда суд признает мандаты депутатов 18 человек, если он с первого тура признал 18 человек, значит, следующее воскресенье после этого признания, когда Народное собрание 18 человек становится легитимным. Константинов у нас как бы чуть-чуть там двояко. Это сейчас закон приняли. Сейчас Константинов хочет выиграть до 4 февраля, когда его выбирали. Это уже, считай, следующего года, 26 года. Плюс 3 месяца. Это будет образно февраль, март, апрель, где-то в мае вот так сделать. Ну, там остается где-то год в мае 26-го? Да. Год или остается полтора до выборов Башкана, и Константинов хочет еще потянуть, чтобы сделать, чтобы как бы Гагаузию, как бы он большой борец за финансовый, как бы за бюджет Гагаузии, за финансы Гагаузии. За экономию. Да, за экономию, чтобы сэкономить и сделать их вместе с башканскими выборами. Но тут же получается, бабка надвое гадала. Почему? Потому что Шорс, в свою очередь, пытается сделать досрочные выборы в Народное собрание. Почему? Потому что слишком дорого ему обходится Константинов. Просит много, а отдачи от него никакой. Вот так. Ну, а дальше что он хочет в Гагаузии? Ладно, выборы, понятно. Все голоса, что пошли в какой-то конкретной партии. Ну, послушайте, сегодня, если Гагаузия вот последний раз дала 65 тысяч голосов. Да. 65 тысяч голосов, это, считай, ставим грубо, это 4,5 мандата. Где-то вот так, если пойдем, то кто-то идет обратно, 4,5. У них задача была, если мне отработали правоохранительные органы, 72-75 тысяч они должны были вытащить. Это фактически 5 мандатов любой партии, которая пойдет. Вот получается. Сейчас борьба именно за вот этот электорат, именно борьба за ЦИК, чтобы сделать, как бы, везде расставить своих людей, чтобы максимально с этой Гагаузии выжать как можно больше голосов. За ЦИК вы имеете участковый избирательный процесс? Да, участковый избирательный. И поэтому они, Константинов, распустили ЦИК, как бы они получаются. Ясно. Почему? Потому что они в определенный момент поставят везде своих людей. По мне, сегодня, если поменялся закон, по-моему, в центре о избирательном кодексе, надо сразу делать ЦИК здесь отдельный по Гагаузии, который назначает Кишинев, а не который назначает эти здесь. Вот так вот. Если мы хотим, чтобы выборы были хоть какие-то вот нормальные демократичные выборы. По-другому здесь шансов ни у кого выиграть не будет. Выиграет Шор, он на кого покажет, вот тот и будет сегодня кандидатом. Господин Чернев, я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам. Будем рады видеть вас. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.